Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами снова канал Alive. И сегодня мы с вами сделаем вот такой расклад интересный. Ответ на вопрос, который вас давно мучает. У многих бывают такие вопросы, на которые они длительное время не находят никакого ответа. И сегодня я решила, что мы с вами зададим 6 разных вопросов. И постараемся найти те ответы, которые давно вас уже беспокоят, и вы очень хотите их услышать. 6 разных вопросов. Вы можете всего один задать, потому что у вас может быть один такой вопрос, да, который вас давно мучает. Но могут быть там 2, 3 и так далее. Вот. Я предлагаю вот 6 вариантов. Вы выбираете интуитивно тот вариант, который... по камушку, например, или по цифре вам больше нравится, или по энергетике. Использовать я буду 2 колоды. Это Таро Долины Миражей и Fashion Oracles. Вот. Здесь у нас отвечают на вопрос знаменитости, да. Интересное должно быть гадание, интересные будут ответы. Выкладывать я буду сразу 6 позиций. Вот. И чтобы вы на них посмотрели, да, и смогли в итоге получить свой ответ. Получить ответ. Тут у нас колода такая вот с серебряным краем, красивая. И Fashion Oracles у нас впервые, да, как вы понимаете, вы его не видели еще. Мы с вами впервые его используем. Вот так вот у нас, видите, красота такая-то. Итак, я сейчас тут немножко уберу свои коробки, и мы начинаем. Буду выкладывать сразу 6 позиций. Можно все 6 вопросов задать, можно меньше, можно вообще, вот просто говорю один. Может быть, вас один только вопрос беспокоит. Можно потом вернуться к видео, задать еще какие-то вопросы. Ответ на вопрос, который вас давно беспокоит, который давно вас мучает. Да? Вот я буду выкладывать, значит, наши 6 позиций. 6 позиций. И вторая кучка. Сверху будет Fashion Oracles. Накладываем. Вот так вот получилось, ладно. И вот у нас на каждую позицию вот эти 2 карты будут отвечать на этот вопрос, который вас давно мучает. Причем неважно совершенно, с чем связан вопрос, да. Так, накладываю камушки произвольно, вот как они лягут, так и лягут. Вам просто нужно выбрать тот, который больше по душе, который больше нравится, да. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6 позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. И не забудьте подписаться на канал. Наш канал Alive. Это канал с гаданиями, канал о нашей жизни, да, как вы понимаете. Итак, начинаем. Я убираю последние позиции в сторону. Так, куда же мне их? Вот сюда, наверное. Вот. Наш первый камушек, который вам, получается, что приглянулся, да? И первая позиция, первый ответ на мучивший вас вопрос. Да? Тут у нас карта шут.
И карта как раз-таки интересно выпала. Коко Шанель. Итак, я начну с шута, да? Что же наш шут? Шут в этой колоде — это Ундина. Она пришла издалека, она пересекла расстояние большое по ту сторону леса. И в итоге ее путь только начинается. То есть интуитивно она поднимается на цыпочки и готова вот просто навстречу ветру прыгнуть. Конечно, ее сердце бьется бешено, но она хочет рискнуть, понимаете? Вот прыжок, риск. И, может быть, ее кто-то бы удержал. Допустим, ее, ну вот кто это животное, да, лиса, сказала бы ей: нет, не надо прыгать, стой, остановись, но все бесполезно. Она останавливаться не собирается, вот совершенно не собирается. То есть это вот какое-то свободное такое яркое, невероятное что-то, чувство, да, вот что-то искрящееся, что-то волшебное совершенно в этой карте. И мы понимаем, что ответом на вопрос будет какое-то волшебство. Может быть, какое-то новое начало. Может быть, ну, как будто бы, если даже два сердца, но они бьются в унисон. Потому что здесь, да, действительно, два объекта на карте. Они, может быть, второй объект и не согласен с первым, но они бьются, вот эти сердца вместе, и они вместе. И если она прыгнет, то ее вот это вот кто-то там, лисичка или кто, прыгнет за ней, понимаете? Обычно у шута собака. Может, это собака. Понимаете, эта карта, она показывает и свободу, но и выбранную свободу. Она показывает приключения, она показывает невероятную радость, она показывает счастье. И она говорит о том, что вот только все впереди, только все начинается. Что подожди, твоя ситуация, она развернется перед тобой. Ты можешь рисковать, ты можешь любить, ты можешь творить. Ты можешь делать все, что ты хочешь. Ты свободный человек. И я считаю, что, во-первых, если вы спрашивали да или нет, однозначно да. Если вы спрашивали, свободный ли чей-то выбор был, да, однозначно свободный. Но и поступки здесь чумные, как говорят, да, то есть импульсивные, яркие, порывистые, то есть что-то сделано, возможно, сгоряча, возможно, по какому-то внутреннему зову, по инстинкту. И также, если вы про будущее спрашиваете, все развернется неожиданным для вас образом. Вот, то есть совершенно что-то волшебное, невероятное будет. И представляете, вот так получилось, да, судьбой, что рядом мы видим невероятную вот волшебную Коко Шанель, которая действительно верила в свою сказку, верила в свою мечту, может быть, верила в себя, верила в то, что она должна создать в своей жизни. Конечно, у всех бывают тычки, пинки, взлеты, падения. Мы можем спотыкаться на своем пути, но мы видим перед собой цель. И опять же, да, вот все-таки какая-то магия, какое-то волшебство в вашем вопросе. И она говорит вам, что элегантность и духи — это жизнь. И это то самое необходимое, что должно быть у вас. Мода — это не то, что ты носишь, это то, кто ты должен быть. И правильно, и все правильно, понимаете? Мы должны быть индивидуальны, мы должны быть интересны. У нас должна быть цель. И мы должны самовыражаться. Вот шут, он тоже самовыражается. Коко Шанель была за то, чтобы самовыражаться, то есть не следовать, ну, допустим, каким-то там веяниям моды, не следовать какому-то образцу, а выражать себя через моду. И понимаете, я вижу здесь, вот, что с помощью этого вопроса или ответа на него вы можете даже в жизни чего-то добиться. Вы можете куда-то взлететь, вот, осуществить свои желания, свои мечты. Каждая из этих карт подчеркивает, что можно осуществить именно свое вот это желание какое-то. То, что вы хотите взять и реализовать в жизни.
Вот, поэтому, да, первая позиция, она вообще очень интересная, волшебная. И ответ у вас просто невероятный. Я, знаете, как считаю, что, может быть, и не дали карты ответ на ваш вопрос. Ну вот пишите, дали или не дали. Но этот вопрос вас давно мучает, и кроме карт, в принципе, не знаю, кто вам еще на него, ну, вот, сможет ответить. Хотя бы так. Вот, а мы идем ко второй позиции. Вторая позиция. Ответ на вопрос, который вас давно мучает, да? Первая карта у нас Таро Долины Миражей. 8 кубков. И вторая карта Fashion Oracle. Сесиль Бетон, да? Да, Сесиль Бетон. Фотограф, видимо. Ну, не всех мы знаем, самых знаменитых знаменитостей, но все-таки попробуем здесь ответить на ваш вопрос. Начнем с 8 кубков. На карте мы видим русалку, которая исследует море. Она ныряет очень-очень глубоко, как вы видите. И да, вода, кстати, когда вы спускаетесь все ниже, вот здесь правильно изображено, она все чернее и чернее, она очень темная становится, ну, потому что солнца там нет и нечем освещать. Однако, ищет она истину, ищет она что-то, вот, до чего хочет докопаться в жизни, и пока не докопается до самого дна, до самого конца, пока не исследует, не успокоится. Ищет именно собственные ответы на вопросы. Вот и вы сейчас ищете ответ на свой вопрос. Тут нужно отойти от материального мира, чтобы получить ответ на этот вопрос, да, и принять нечто духовное. Вообще ответ на ваш вопрос в духовности. То есть если вы растете духовно, этот вопрос разрешится в вашу пользу. Если вы привязываетесь к материальному, к физическому или к объекту, этот вопрос разрешится против вас. По сути, каждый ищет свое счастье, но в этой колоде еще и ищет правду на 8 кубков. То есть это немножко отличается от классической колоды. Я так понимаю, что не всегда мы можем вот взять и добраться до этого дна так быстро, да. Может, на этом дне есть опасность. Может быть, нужно не так быстро двигаться, чтобы добраться до дна. Но вам еще как будто предстоит что-то узнать согласно вашего вопроса. Вам еще предстоит что-то изучить в этом вопросе, чтобы вообще получить хоть какой-то положительный результат или ответ. Вы знаете, это очень глубокий вопрос какой-то, на который, может быть, даже высшие силы не сразу вам дали бы ответ. Но ответ прячется очень глубоко внутри, в глубине, возможно, даже в вас. Где-то в подсознании, где-то далеко, где-то вот на самом дне ваших чувств, может, каких-то, или ваших желаний. Вам нужно стремиться к Богу, чтобы вот вообще ответ на этот вопрос именно в стремлении к духовности быть ближе к Богу. Меня спрашивали как-то, как стать духовным, да? Нужно быть ближе к Богу, и все. Если ты общаешься с Ним, то у тебя получается. И ты начинаешь понимать Его в течение некоторого времени, но нужно время для этого. Мы все состоим из инстинктов, из физического, и если мы голодны, если мы хотим в туалет или там, живем там, на улице, нам холодно, нам плохо, мы забудем о духовности очень быстро. И для того, чтобы вот получить ответ, да, вот ответ ваш, он кроется, с одной стороны, в том, чтобы изловчиться и дойти до этой духовности, да, с другой стороны, не крепиться к тому материальному или к кому-то, кто есть. Это очень сложно, потому что ты не понимаешь, чего-то тогда тебе надо, да. Первое, что нужно? Подняться,
обрести какое-то благосостояние. Иначе ты голоден, тебе холодно, ты не сможешь быть духовным. Когда ты станешь духовным, ты сможешь жить в голоде, в холоде, у тебя не будет никаких проблем. Вот сначала нужно как-то поднять свой уровень, да? Потом дойти до духовности, до того, чтобы быть ближе к Богу, много молиться, много общаться с Богом. И потом уже можно делать что угодно, уже не зависеть от материального и прийти к этой духовности. Прийти к тому, что материальное тебе не нужно. Это вот такие этапы именно. По-другому не может быть. Вот, поэтому здесь, ну, либо какое-то внезапное, может быть, прозрение, да. Здесь ответ, да, вот он где-то очень глубоко, очень сильно далеко кроется, и достать его очень сложно, но он какой-то темный. Ответ в том, что вы без труда не решите этот вопрос, не развернете его в свою пользу. Нужно искать, нужно что-то делать. Наш Сесиль говорит так, что быть занудой непростительно. Нужно быть смелым, быть изобретательным и прежде всего быть другим. Кризис еще более веская причина для творчества. То есть вообще вам эта проблема была дана для того, чтобы вы развивались. И что первая карта это показала, что вторая карта это показала. Быть скучным нельзя. Нужно что-то делать в жизни. И эта проблема стимулирует вас к росту. Ответ в этом к развитию, к тому, чтобы добиться всего в жизни, к тому, чтобы потом перейти на следующий уровень, да, развития. Вот и все. И мне кажется, вы здесь столкнулись именно с проблемой. То, чего вам в жизни не дано, не хватает, отобрали. Понимаете? И вы не можете это вернуть. Вот так. Вы не вернете, пока не сделаете все от вас зависящее, то есть максималку. Ну, такой интересный второй ответ. А мы идем к третьей позиции. Третий вопрос. Муховый агат, да, у нас тут. Так, смотрим ваши две карты. Первая карта – это 5 кубков. Вторая карта – Вивьен Вествуд. Интересно. Я вот сразу заметила по 5 кубков, что духи по этому вопросу вас утешают всячески, сочувствуют вам прям. Но вы этого не видите. То есть вот она поглощена своей печалью, скорбью, переживанием по поводу этого вопроса. И вы также. Вот девушка на карте, она и замерзла, и наполняет свою чашу слезами, и переживаниями. И она не видит поддержку, вот просто не видит ее. Вопрос стоит как-то, мне кажется, вот остро и печально. Какой-то кризис. О чем, как вы спрашиваете, о чем-то печальном, возможно. О чем-то, что вас разочаровывает. И вы очень хотите получить ответ на этот вопрос, потому что вас это разочаровывает, вас это вводит именно в состояние вот отчаяния полнейшего и депрессии. Именно потому, что этот вопрос не решается. И он вас давно мучает, да, естественно. Знаете, карта показывает, что вас поддерживают, а вы не видите. Вот, то есть ответ-то кроется прямо рядом где-то с вами, вы его просто как будто не видите. Вам как-то вот плохо, холодно, гадко, до дрожи плохо. И нужно желать. Вот ответ ваш, он внутри вас. То есть вы, если пожелаете того, вот, сосредоточитесь на том, что вы хотите, оно сразу же и разрешится, исполнится, сбудется, там, я не знаю. То есть что угодно из этого. Вот, поэтому я вам так скажу, что ответ внутри вас, он положительный. Вы этого можете легко достичь. Там, не знаю, добиться, получить положительный ответ на этот вопрос. Ну, и вам дана поддержка и сочувствие со стороны высших сил. Но нужно просто раздуть глаза, да. И такой момент, что вы вот какую-то чашу до дна выпиваете. Ну, то есть проходите момент вот этого испытания
что да, вас это разочаровывает, да, у вас амбиции были даже изначально, что вы этого очень хотели, и были даже амбиции, но потом амбиции все иссякли, вы уже просто, ну, как вот кто-то уже такой страдающий, забитый, холодный, у кого ломит кости, ноги, там, уставший, да, вот так. Поэтому вам нужно сейчас, у вас, скорее всего, много проблем других, а вопрос мучает, да, и если бы вы на нем сосредоточились, но нет, вы сосредоточены на и других вопросах, вам нужно обратить внимание все свое на этот вопрос, он сразу же станет положительным ответом для вас. И тут же нам Вивьен Вествуд говорит, стойте на платформе, а не на пьедестале, да. Будьте столь же провокационны, сколь и прогрессивны. Если сомневаетесь, будьте пиратом. Интересный, да, ответ такой от нее. Ну, то есть, что-то здесь нужно такое вызывающее, может быть. Что-то такое, может, нагленькое чуть-чуть сделать, чтобы вопрос повернулся к вам лицом и решился в вашу пользу, чтобы вы получили именно тот ответ, который вы всегда хотели. То есть нужна какая-то инициатива и что-то вот кардинально интересное, такое необычное. Вообще, и карты-то такие, да, показывают, что такой грустный вопрос. И вы не видите своих возможностей, а они есть. Вот так. Ну, такой интересный ответ. А мы идем к вопросу номер 4. И ответу на него, да? Ответим на вопрос номер 4. Тут у нас кулон из яшмы. И первая, значит, карта у нас из Таро Долины Миражей. Это отшельник. Отшельник. А вторая Сьюзи Менкис, да, если я правильно сказала. Но я не всех вот этих модных всяких дизайнеров знаю. Или, может, это и не дизайнер. Может, это, наоборот, сидит оценивать, да, жюри. Жюри на модном подиуме. Так, ну, смотрите, значит, что вам отвечают карты, да? Отшельник, ну, то есть это все ответ кроется в духовном развитии и в одиночестве. То есть отвечают, что сделать вы можете это только сами, вот так. Сами, и нужно именно освещать себе путь, идти куда-то, что-то узнавать, познавать, развиваться, пройти этот путь до конца, чтобы получить положительный результат. Нужно как будто бы взойти на какую-то, может быть, вершину, посмотреть сверху на тот вопрос, который вы задали, и сразу будет виден ответ для вас. Какой-то долгий путь идет в этом вопросе. То есть вот ответ говорит, это долго, это будет долго решаться. Вы должны идти, вы должны, может быть, пускаться в путь или, да, в какую-то дорогу, или, может быть, даже переехать. Вам нужно совершить путешествие, чтобы разрешить эту ситуацию или получить положительный результат. Карта «Отшельник» может сказать еще так, что какой-то одинокий человек может дать ответ на этот вопрос или решить эту проблему. Карта «Отшельник» может говорить о том, что занимайся своим делом, бизнесом, там, работой, творчеством, но делай это, да, пусть даже в одного, но делай это. Тогда к тебе в будущем присоединятся люди, пытаясь у тебя чему-то поучиться. Отшельник, он сначала один, он стоит на вершине, он смотрит на всех свысока, сверху, а потом к нему идут на поклон, чтобы учиться у него, понимаете? И поэтому здесь ваш ответ, он кроется в том, что это сначала ты один, а потом тебя окружат, естественно, люди. Когда ты чего-то в жизни достигнешь, добьешься, познаешь и можешь приносить пользу другим с помощью, там, допустим, решения этого вопроса или с помощью решения этой проблемы, да. Жизнь вас явно учит через этот вопрос. И ответ в самой жизни, ответ в самом вашем существовании, что нужно развитие ваше, нужны ваши познания, обучение в жизни.
И тогда, мол, все будет у тебя, что ты хочешь. И дальше мы здесь видим Сьюзи Менкис, вот эту, которая говорит, что мода – это заявление о намерениях. Прическа, прическа с помпадуром – это ваша подпись. Не ждите дождливого дня, чтобы надеть любимую одежду. Вот понимаете как? То есть нужно делать сегодня и сейчас все, что вы хотите. Сегодня и сейчас. Не завтра, не послезавтра, не потом. А действовать нужно и пускаться в путь, да? Пускаться в путь, и тогда все будет. И не надо ждать какого-то удобного случая, момента, чтобы решить эту проблему или этот вопрос. Понимаете как? Вот такой интересный получился ответ по нашей 4-й позиции. А мы идем дальше. 5-й вопрос. 5-й вопрос – это у нас флюоритовая пирамидка, да? Первая карта у нас из Таро Долины Миражей, а вторая из Fashion Oracles. Итак, значит, первая карта – это Иерофант, а вторая – это Карл Лагерфельд. Я бы сказала тут ответ «да» на этот вопрос. Вот как будто вас мучает вопрос, да? А ответ на него как будто бы «да», положительный и с помощью какого-то, может быть, учителя по жизни. Ну как вот для многих людей, допустим, учителя, мудрого человека, что ли. Мол, он может решить этот вопрос. Но также здесь, на этой карте, вот Иерофант рассказывает истории. То есть именно идет саламандра к этому огромному, значит, дереву, чтобы попросить его рассказать ей историю, да, она ее послушает. И в этом тут дело. То есть, может быть, вам нужно кому-то что-то рассказать, и сразу же это все решается в вашу пользу, и сразу же будет ответ «да». Или рассказать, поделиться, поучиться друг у друга, поговорить. То есть ответ на этот вопрос в разговоре. Мол, решается диалогом. Мол, приди к этому большому старому дереву, и оно тебе все расскажет. Вот так. То есть вот кто-то может вам что-то прям взять и рассказать, как будто бы, или скоро расскажет, и тогда решится этот вопрос, или как вы получите на него ответ. Тут как будто нужен мудрый человек, который сделает подсказку. Может быть, мужчина, потому что Карл Лагерфельд выпал. Тоже такой, вот заметьте, он на Иерофанта очень похож, еще с этим белым котом и с его вот этой вот харизмой с такой, да, и с этой Кока-Колой. Я не знаю. Вот. Ну, в общем, вы поняли, да, что какое-то авторитетное лицо решает это все. И весь ответ кроется в этом, ну, либо авторитетном лице, да, либо в разговоре. Расскажи мне свою историю. С другой же стороны, Карл Лагерфельд как раз-таки говорит, важно только ваше мнение. Видите? Лидеры никогда не одеваются скромно. Не соревнуйся, побеждай. То есть вот как будто бы и вы можете стать этим иерофантом и вот возвыситься, то есть за счет этого вопроса возвыситься. Мол, или, допустим, еще момент, если касается какого-то человека, да, у него настолько, мол, чувство собственного достоинства, самосознание есть, ты можешь ему доверять в этом вопросе, да, и он сам знает, как ему надо. То есть ты можешь положиться на него в этом вопросе. Он достойный человек. Ну, вот так тогда, что ли. И если, допустим, вы спрашиваете, врет ли кто-то, уж точно нет. Тут человек держит свое слово, свою как жизненную марку, или как сказать, но он ни за что бы не обманул, допустим. Тут можно положиться на какого-то человека, если вас мучает этот вопрос. Ну, такое достоинство, да, вот в этих картах двух прям они вот вместе, достоинство такое. Ну, вот такой интересный получился вот ответ, да. Шестой вопрос.
Так, звезда и Джон Гальяно, да? Вау! Вы знаете, вот карты, я заметила, так очень сочетаются друг с другом. Причем вот часто такое бывает, что карты вытаскиваешь наугад, да? А мы даже понимаем, что, да, Джон Гальяно — это карта звезда, а Иерофант — это, допустим, Карл Лагерфельд. Ну, согласитесь. И вот наша звезда, да, ответ на вопрос сразу здесь, она дает, опять же, мечтай и все сбудется, или мечтай и будет да. Потом, значит, позволь своей мечте осуществиться, иди за своей мечтой, несмотря ни на что. И никогда не бросай свою мечту, чтобы в этой жизни не случилось. Понимаете как? Не бросай свое какое-то дело или свою любовь, или там свое здоровье. Что бы ни случилось в этой жизни, ты должен идти за тем, что у тебя есть, и за тем, что ты хочешь, за тем, о чем ты мечтаешь. Конечно, эта карта сразу же вам сказала, если вдруг это был да или нет вопрос, который вас мучил, то да, обязательно да. И, мол, это что-то такое высокое, такое вот невероятное, вот как волшебство какое-то, мечта, исцеление, я не знаю. Мы видим здесь, что на карте, да, что вот прям шлейф из звезд, или как сказать, Млечный Путь может быть какой-то. И она, карта-то, она вся такая вот невероятная какая-то, да. Поэтому я бы сказала, нужно просто вот почувствовать ритмы Вселенной, чтобы вопрос решился. И никогда не бросать то, что ты в жизни хочешь. Нужно вообще погрузиться, может быть, вот в транс или в медитацию и плыть между звездами, представляя, как этот вопрос решается. И он решится, потому что каждый имеет право. Вот как будто, вы знаете, шестой вопрос? Ответ. Каждый имеет право на решение этого вопроса волшебством, магией и на осуществление своей мечты. Вот так. Если вас не касается вопрос какой-то мечты, решится он или как вам ответят совершенно волшебным образом в жизни, и будет что-то нестандартное, необычное, такое вау, просто, что вас ввергнет в некий хороший шок. И дальше, видите, у нас Джон Гальяно, да, который тоже, вот он как настоящая звезда какая-то, вот необычный такой человек абсолютно, со всех сторон нестандартный, и он говорит: прославляйте искусство переодевания. Кто сказал, что нельзя носить байкерские сапоги с бальными платьями? Верь в себя, остальное приложится. Вот понимаете как? То есть он полностью соответствует этой карте. Верь в себя, остальное приложится. Верь в то, кто ты, что ты, зачем ты, и тогда все будет. И допустим, я согласна с ним, что бы ни случилось в этой жизни, чтобы у вас не было, какие бы заботы вас не беспокоили, но если вы перестанете верить в себя, что же тогда вы добьетесь? Ничего. Здесь весь ответ кроется в этой вере в себя. Иногда я читаю истории различных людей, прославившихся на весь мир, которые вышли из концлагерей. Это тяжелое время было. Вы представляете вообще все отчаяние человека, который попал в концлагерь? Я даже этого не могу представить и не хочу представлять, но я знаю, что там много дней могли не есть и высыхали до костей. И я читала недавно историю одного бодибилдера, который вышел из такого концлагеря. Он там, по-моему, весил килограмм 30, наверное. И сначала ему пришлось учиться ходить, когда его освободили. Потом, значит, он начал заниматься. И вот в весе до 56 килограмм он побеждал. Есть разные весовые категории бодибилдеров, силачей. И вот он тягал же огромные штанги и все вот это гири. Но сам он весил до 56 килограмм. У него весовая категория была. Вот. Если бы он в себя не верил, он же занимался, он знал, что когда ему съесть, он свое тело знал от и до, пишут о нем.
что вот он все о себе знал, вот как о своем физическом теле, вот, потому что он его проработал, вот понимаете, вот каждый уголок. Если бы он не верил в себя, там же очень много людей погибло, они в себя уже потом, ну, либо не верили, либо от отчаяния, да, полного, и либо от нет возможности, да, то есть когда тебя не успели освободить, а его успели, да, ну, я имею в виду, что мы попадаем, люди, в самые страшные иногда условия, но мы можем что-то сделать, всегда можем, даже в самых жутких условиях. И я считаю, что это прекрасно, что наш человеческий мозг, говорят, на 10% только использовался еще. А если использовать на 15, на 20, а если на 100, что мы могли бы, да? Поэтому никогда не сдавайтесь. Даже если вы вот уже, вот не знаю, на самом последнем издыхании, все равно не сдавайтесь. Вот это говорит 6-й ответ, да, 6-й вопрос. Что никогда не сдавайся, и все будет хорошо. Ну, вот такие у нас были 6 позиций. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!